Вниманию охотников и рыболовов! В новом охотничьи-рыболовном магазине «Булчут» первых покупателей ждут серьезные подарки. Делайте покупки от 2000 рублей и получайте в подарок палатки, наборы блесен, термосы, ледобуры, фонари, рыбацкие сети, катушки и много других полезных товаров. Успевайте! Всего 500 подарков ждут первых покупателей. Магазин «Булчут» в торговом центре «Столичный», там, где М-Видео. Вчера мы поменяли пружины, сегодня поездили по городу за различными запчастями. Но есть какое-то похрустывание, видимо, подождем еще пару дней. Возможно, это из-за того, что пружина находит свое место. Итак, сейчас мы собираемся избавиться от коврового покрытия, от обшивки салона, для того, чтобы его сохранить, потому что, скорее всего, будет очень много водных процедур во время чемпионата. Мы убрали заднюю полку, освободились от хлама лишнего, но, конечно, самое, с чем очень болезненно мы сейчас будем расставаться, это, конечно, с сабвуфером и с акустической системой. Но в целях безопасности для оборудования лучше его демонтировать. Прям откручиваю и плачу. Итак, как вы видите, ковролин мы убрали. Это убережет нас от ненужного намокания, сырости и так далее. Но, в принципе, на зимний сезон все поставим на место, как было. Вернулся наш таинственный механик, которому мы подремонтировали, сделали практически добрую половину всех добавлений в автомобиль. Но по времени опять вечереет, солнце садится, уже на часах где-то 9:30 вечера. Наступили наши любимые белые ночи. И мы двигаемся в направлении его гаража. Вообще во всех телепередачах про автомобили, всеми нами любимые, ощущается очень хорошая слаженная работа команды операторов, которых там, не знаю, наверное, человек 5-6, наверное, по крайней мере складывается такое впечатление. Целая группа различных там каскадеров и так далее. Сегодня мы познакомимся с человеком в одном лице. Олег, он также будет штурманом на соревнованиях, на чемпионате. В общем, мы постараемся, конечно, показать соревнования со всех сторон. Самое главное, изнутри, как это происходит. В общем, если, дорогие друзья, очень тяжело будет, наверное, совмещать операторскую работу и задачи штурмана. Но я думаю, Олег справится. Он сейчас спит, поэтому в очках. В общем, посмотрим. Время покажет. Сегодня мы также установим рабочий свет. Такие вот светодиодные фары на передний бампер для того, чтобы было светло. Единственное, конечно, нельзя использовать рабочий свет в городском режиме. То есть в городе включать запрещено.
красота. Ехали в гараж, а получается, что сегодня, оказывается, с 21:00, сегодня 28-е. 29-е. Сегодня 29 мая, как мне подсказывают. И с 21:00 уже идет прием заявок на участие в чемпионате. Ну, под рукой только телефон. Мы зашли на сайт off-road.ekt.ru и заполняем форму заявки. Такой волнительный момент. Тут фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Кредитная история. Сотовый. Тихо. В контактах везде написано. Ну да. А тут уже прятано. 711-311, свадьба, юбилей, корпоратив. Итак, на данный момент на 10:30 29 мая уже 13 подавших заявку, из них 9 автомобилей, 3 АТВ. Сейчас мы устанавливаем блок управления лебедкой под капот. Перенесли расширительный бачок радиатора, приварили его к самой площадке блока управления и ставим на место. Сегодня 30 мая, до чемпионата осталось совсем мало времени. Машина готова примерно на 90%. Я думаю, что мы все успеем. И чтобы ощутить спортивный заряд, конечно же, чувство соперничества, мы решили немного потренироваться. И сегодня мы будем участвовать в чемпионате по картингу. Ну что, Олег, ты готов? Да. Раз, два.
Поехали. Отборочный тур закончился. Дай 5. Ты... Если бы не это... Соревнования закончены, победители награждены. Чуть-чуть не хватило мне до занятия, попадания в четвертьфинал. Чуть-чуть это, конечно же, мягко сказано. Меня обогнали на целый круг. Но этот небольшой позор, конечно, перекрывает ощущения, приятные ощущения, то есть положительные, позитивные. Приняли участие, посоревновались, почувствовали командный дух. Я выиграл Олега. Хотя он у меня выиграет Mortal Kombat. Ну ничего, на этом я отыгрался. Вот. Сегодня у нас в планах тоже по мелочи доделать автомобиль. Мы уже со счету сбились, какие нужны дополнения, что нужно доделывать. То есть, делаем как можем. Думаю, надеюсь, что мы все успеем до 7 числа. Можно сказать, назад дороги нет. Автосервис «Норма». Диагностика и ремонт ходовой, замена узлов и агрегатов, сварочные работы, услуги подъемника и пресса, внедорожная подготовка автомобилей для охоты и спорта, пескоструй, очистка по технологии мягкий бластинг. Мы находимся на Сергеляшском шоссе, 4-й километр, перед медцентром.